Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Новые ориентиры. Лингвистическая школа объединила сотни педагогов со всех субъектов округа. Стартовал региональный этап форума классных руководителей Северокавказского федерального округа. Какие актуальные вопросы обсуждались, расскажем в этом выпуске. Древнейший вид спорта. Для стрельбы из лука очень много значит, когда стреляют на улице. В Грозном прошел мастер-класс по стрельбе из лука с участием титулованных спортсменов. Спортивный триумф. Видно, условия замечательные, а победы оправдывают всю подготовку. 2 золотые медали первенства Европы завоевали спортсмены из Чеченской Республики. На запорожском направлении российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В ходе совместных действий подразделений разведывательно-ударного центра спецназа «Ахмат», Минобороны России, военнослужащие 3-й армии, а также 239-го отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с силой противника. Благодаря слаженной работе российских подразделений враг лишился возможности использовать данный участок для управления БПЛА и повторного занятия позиции. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В Чеченской Республике продолжается кампания по выдвижению кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. Избирательная комиссия региона приняла документы от Адама Делимханова, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия», кандидатом по одномандатному избирательному округу Чеченская Республика, Чеченский одномандатный избирательный округ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 9-го созыва. Документы представлены в установленном законом порядке. Следующим этапом станет подача документов на регистрацию кандидата в соответствии с требованием избирательного законодательства. В Грозном стартовал региональный этап форума классных руководителей Северокавказского федерального округа. Педагоги из разных регионов собрались, чтобы обменяться опытом, обсудить современные подходы к воспитанию и развитию системы образования, продолжит Медина Мударова. Площадка лингвистической школы объединила сотни педагогов со всех субъектов округа. Для участников это рабочая платформа для обмена уникальным опытом в сфере школьного наставничества. Ведь именно от ежедневной работы классного руководителя во многом зависит будущее подрастающего поколения. В зале более 300 педагогов с различных регионов страны. Они съехались в Чеченскую Республику, чтобы принять участие в региональном этапе форума классных руководителей Северокавказского федерального округа. Ключевая задача – выработать единые подходы в вопросах патриотического воспитания молодежи, профориентации школьников и эффективного взаимодействия педагогов с родителями. Выбор чеченской столицы в качестве места проведения мероприятия не случайен. В этом году мы подумали, что было бы интересно посетить Чеченскую Республику, тем более, что всегда очень достойные делегации представляют Чеченскую Республику на форуме классных руководителей, на большом встрече в Москве. И в этом году все сложилось, регион любезно нас принял, ну а мы пригласили сюда еще 200 классных руководителей из других регионов Северокавказского федерального округа. В Чеченской Республике, понятно, выстроена серьезная работа по патриотическому воспитанию, по воспитанию какой-то краеведческой любви. Если встречаешься с молодежью, да, то видно, насколько они серьезно относятся к своему региону, что вот они на самом деле гордятся тем, что они живут в своем регионе. И мне кажется, вот этот опыт патриотической работы, его тоже интересно перенять не только внутри педагогов Северокавказского федерального округа, но и для классных руководителей из других регионов страны. Обращаясь к педагогам, министр образования и науки Чеченской Республики Хожбау Дедаев отметил важность школьного воспитания и той стратегической миссии, которую сегодня выполняет каждый наставник. Здесь ведущий упомянул про нашу первую президентскую
президента Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров Давлет Попадельцин, который своей легендарной фразой определил роль учителя в обществе. Его слова: «Учитель создает нацию». Учитель создает нацию. И это в наших сегодняшних реалиях, когда родитель все больше отстранен от ребенка, когда родитель все меньше участвует в школьной жизни ребенка, почему-то все меньше участвует в его воспитательном процессе и так далее, когда сегодня во всем виноваты, за все ответственна школа, за все, практически за все. Это еще больше мы понимаем, что насколько мудрые, насколько золотые слова, насколько точное определение роли учителя в обществе. География участников форума вышла далеко за пределы Северокавказского округа. В Грозный приехали представители разных субъектов страны, которые готовы поделиться собственными наработками и перенимать опыт коллег. Я представитель Южного региона, Южного федерального округа, и приехала сюда именно для того, чтобы укрепить вот эту дружбу, межнациональное единство и показать, что несмотря на то, что мы находимся, возможно, далеко друг от друга, но у нас много общего, есть общие герои, и нужно проносить это дальше и развивать сотрудничество, даже если это касается времен, которые давно ушли. Особое место в программе занимает открытый диалог между представителями соседних регионов. Педагоги из братских республик привезли в чеченскую столицу свои методические проекты, направленные на всестороннюю работу с молодежью. От данного форума у меня большие ожидания, потому что сегодня я познакомилась с замечательными людьми, то есть с разными народами, то есть нациями, то есть переняла у них некий опыт, то есть мы обменялись там своим опытом. И плюс за эти 2 дня я решила, что надо взять все, что максимально возможно взять от этого форума. Мне есть чем поделиться со своими коллегами, потому что я большей части применяю к детям позитивную психологию, потому что позитивная психология, она необходима на сегодняшний день, потому что дети стали чувствительными, то есть они не любят агрессию, а учитель, он должен нести все-таки позитив, даже если он этого не хочет, если у него нет ресурсов своего, все-таки учитель, он в первую очередь ресурс для этих маленьких детей, для будущего поколения. Программа 2-го дня будет полностью посвящена практической работе. Педагогов ждут мастер-классы от народного учителя, марафон лучших воспитательных практик и интерактивные площадки по профориентации и взаимодействию с родителями. По итогам этих сессий классные руководители вернутся в свои регионы с готовыми наработками, которые начнут применять на практике. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Сайтель Мапукаев. Вести, Чеченская Республика. Бойцы из Чеченской Республики вновь подтвердили высокий уровень отечественной школы вольной борьбы. На первенстве Европы среди юношей до 20 лет сразу 2 спортсмена поднялись на высшую степень пьедестала. О пути к победе чемпионов смотрите далее в сюжете. 2 воспитанника республиканской школы борьбы Магомед Салях Аздамиров и Усман Индербаев стали победителями первенства Европы по вольной борьбе среди юношей до 20 лет. Турнир проходил в Скопье, Северной Македонии. Магомед Салах стал лучшим в категории до 57 килограмм, а Усман Индербиров в категории до 61 килограмма. Дома чемпионов встретили с особой гордостью. Тренируются они в республиканской школе борьбы имени Даги Багаева. Здесь созданы прекрасные условия для тех, кто идет к победе. Борьба – это не только ковер и приемы, но также и физическая подготовка, без которой нельзя добиться прекрасных результатов на турнирах. И как видно, условия замечательные, а победы оправдывают всю подготовку. Сейчас тренировки идут у тех, кто представит сборную нашей республики на чемпионате России по вольной борьбе. По словам старшего тренера, с такими ребятами титулы станут вопросом времени. Мои выступления, я считаю, хорошие, но тем не менее, я еще вчера в аэропорте сказал, вот, вы слезли с пьедестала, все, забудьте результат. Вот. Нельзя расслабляться, надо идти дальше, наоборот, добавлять. Тактика ведения борьбы, умение знать, когда атаковать, когда контратаковать, вот, когда уйти в защиту. Вот. А так все зависит от характера. Магомед Салях рассказал нам, что бороться было непросто, но к финалу он уже был так уверен в себе, что на проигрыш шансов не оставалось. Только золото.
Likey trенировка. Ибраимс, шорт, покупочка, тренер. Юрта, тренировка. Юран, Козай, Сара, Юрта. Усман, в свою очередь, охарактеризовал успех исключительно тщательной подготовкой. И без должной поддержки тренерского штаба нет возможности быть выше соперника. Естественно, сперва даже настроиться было тяжело. Потом, когда раз-два поборолся, уже легче пошла борьба. И все легче и легче было, если кратко сказать. Соперники тоже непростые были с Турции, с Азербайджана. Но сопротивление дали чуть, но по воле Всевышнего, альхамдулиллах, мне удалось выиграть. Успех в спорте – это не что-то одно, а целая цепь связанных вещей – подготовка, тактика и советы тренеров. Турпал Алита Исумов, Ислам Нацуров и Сайд Селиман Пукаев. Вести, Чеченская Республика. Испытания на прочность и проверка боевого духа на базе 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» прошли масштабные соревнования по функциональному многоборью. Турнир объединил военнослужащих и представителей филиала фонда «Защитники Отечества». Какие препятствия пришлось преодолеть участникам, расскажет Линда Джамалдинова. База 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» в Серноводске превратилась в большую спортивную арену. Здесь стартовали масштабные состязания на Кубок командира по функциональному многоборью. Это событие – результат совместной работы регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и руководства воинской части. Основная цель турнира – не только выявить сильнейших, но и укрепить боевое братство. Фонд «Защитники Отечества» во всем поддерживает наших защитников, наших ветеранов СВО. Это спортивное направление, одно из главных направлений нашего фонда «Защитники Отечества» – вовлечение ветеранов в спорт. Для нас самая главная цель – отвлечь их от того, через что они пришли, показать им, что они сейчас должны социализироваться, участвовать не только в социальной жизни, но и в спортивной. Стартовый свисток, и первый участник команды буквально взлетает на армейскую полосу препятствий. Это динамичный рубеж требует ловкости и скорости. Высокие стены и лабиринты преодолеваются на одном дыхании. Едва переводя дух, начинается проверка на железную выносливость. Необходимо выполнить 30 подтягиваний. Формат соревнований эстафета. 5 сложнейших этапов, столько же команд, участников в ней и ни секунды на передышку. Здесь недостаточно одной лишь скорости или силы. Чтобы выиграть кубок, бойцам нужна абсолютная универсальность. Затем следует жим лежа 70-килограммовой штанги. Силовую часть меняет марш-бросок с тяжелой гирей, а финальную точку в гонке ставит километровый забег. Здесь мало быть быстрым. Победа достается тем, кто умеет работать в команде на пределе возможностей. Данные состязания направлены на качество, то есть быстрота, сила, выносливость. В данном комплексе мы собрали все эти виды и все эти качества, чтобы наши военнослужащие в зоне специальной военной операции могли выполнять боевые задачи более уверенно и стойко. Среди тех, кто вышел на дистанцию, люди с по-настоящему героической биографией. В составе команды от филиала фонда «Защитники Отечества» Расламбек Азимов. Свой профессионализм он доказал еще в 2021 году, заслужив право ношения крапового берета, символа исключительного мужества. За его плечами служба в самых горячих точках в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня опытный офицер и командир взвода показывает отличные результаты. Команд. Дисциплина, опыт, жизненный опыт, улицу и набрасывает, но по итогам судейской коллегии призовые места распределились в бескомпромиссной борьбе. Третью ступень пьедестала заняла 42-я мотострелковая дивизия. Серебро турнира забрали бойцы 70-го мотострелкового полка. Обладателями главного трофея Кубка командира стала команда регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Линда Джамалдинова, Адлан Хусаинов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Стрельба из лука стала главной темой открытого мастер-класса в Грозном. Участники освоили основы техники и получили советы от профессиональных наставников. Как будущие лучники делают первые шаги в этом виде спорта и что помогает им попадать точно в цель, узнавал мой коллега. Стрела, натянутая тетивой, летит с невероятной скоростью, вонзается в мишень. В древности охотники использовали лук в качестве оружия. В спорте участники охотятся за медалями. Для любителей в Грозном организовали мастер-класс, где наглядно показали, как обращаться с этим инвентарем.
Этот вид спорта существует с незапамятных времен. И с того момента дисциплина неоднократно совершенствовалась, как и инвентарь. Сегодня любой может прекрасно овладеть стрельбой при должной подготовке и, как говорится, попасть в яблочко. Мастер-класс проводили сразу два титулованных наставника. Заслуженный тренер России Булат Сандалов и президент Федерации стрельбы из лука Чеченской Республики Луиза Алдамова. Они лично продемонстрировали технику выстрела. По словам Булата, природа нашего региона позволяет проводить соревнования до поздней осени. Погода весьма благосклонна, а новички учатся быстро. С 1975 года я занимаюсь стрельбой из лука уже 50 лет уже. А так здорово. У вас такие хорошие условия. У нас в России и у нас там в Бурятии, в Забайкалье погода не позволяет много тренироваться на улице. А для стрельбы из лука очень много значит, когда стреляют на улице. У вас возможности очень хорошие. Народ добродушный встречает всегда. Все у вас такое развитие идет. Я ходил вот по городу, как будто я где-то за границей хожу. Да я сам удивляюсь, они так от души стреляют, от сердца, как говорится, стреляют. Приглашенным гостем был ветеран специальной военной операции, серебряный призер Кубка защитников Отечества Жабраил Гедаев. Благодаря настойчивости и поддержке своего тренера Зулихан Алдамовой он смог добиться блестящих результатов. Интересный вид спорта. Фонд защитники Отечества, царь соревнований, школа Итинчан, всегда участвует, всегда интерес заниматься довольно. Настрой в любое время участвовать, да, Кульминацией мастер-плана стала церемония передачи именного лука и стрел Жабраилу. Этот жест символизирует преемственность поколений и веру в новые победы. Турпа Лалита Исумов, Адлан Хусаинов и Бекхан Эбиев. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.